Всем привет! Меня зовут Раиса Зубарева, и вы на канале Движение за независимость Саха. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Это нужно для того, чтобы алгоритмы Ютуба продвигали наш канал. Так нас увидит больше людей, и так о том, что происходит в республике, узнает больше людей. Еще раз скажу, у нас нет цензуры. Сегодня у нас очередной выпуск новостей, и я бы хотела начать с подготовки к отопительному сезону. Чрезвычайная ситуация в селе Оленек. Без тепла там остались 146 квартир, районная больница и детский садик. У местных коммунальщиков нет денег, чтобы погасить какой-то долг. Местные жители в полном шоке. В арктическом районе по ночам уже -5. В Якутске депутаты четко объявили, что уже запустили отопительный сезон в северных Улусах. И тут в большом заполярном селе больные замерзают в больницах. А местные власти ничего не объясняют, но говорят, что село внезапно кому-то должно 55 миллионов. У местных коммунальщиков нет денег даже на зарплаты сотрудникам. В итоге все село стоит, ничего не делается. А люди просто ждут не пойми чего. Ну что, в республике Саха начинается новый отопительный сезон. Казалось бы, это должно быть делом привычным. Вовремя подать тепло в дома, в школы, в детские сады. Но в реальности, оказывается, это не так уж и просто. В селе Оленек уже 4 сентября администрация вынуждена была объявить режим чрезвычайной ситуации. Жители до сих пор ждут тепла, но вместо этого слышат объяснение о том, что обслуживающая компания «Инкит» не справляется с работой из-за финансовых проблем. И это не единичный случай. В редакцию газеты «Колымские новости» позвонила жительница села Нелемное Верхнеколымского улуса. Она рассказала, что их котельная работает с перебоями. Начальство приказало топить на дизельных генераторах несколько часов, а потом останавливать работу, потому что котельную отключили от электричества. Топливо, завезенное на зиму для техники, начали тратить на отопление домов. Дизельные генераторы за пару часов сжигают целую бочку солярки. А нового топлива в село привезти нельзя, потому что летняя навигация уже закончена, а зимник еще не открыт. Люди говорят прямо, что скоро они останутся и без тепла, и без топлива для тракторов и бульдозеров, которые зимой обеспечивают жизнь в селе. Следом пришло сообщение от жителей соседнего села Усун-Кёль. Там ситуация аналогичная. Котельные работают нестабильно, люди живут в холоде. Закрыли школы и детские сады, потому что дети стали болеть. Депутат Гаврил Алексеев подтвердил, что у ГУП ЖКХ Республики Саха накопились многомиллионные долги перед Саха-Энерго за электроэнергию. И долги эти тянутся с декабря прошлого года. Чтобы не допустить полного отключения, предприятие само ограничивает потребление. То есть речь идет не о технических сбоях, а о финансовом кризисе, который напрямую ударил по жителям. К этой проблеме добавляется еще одна. Работники ЖКХ в Верхнеколымском улусе не получают зарплату с июля. Это касается всех, от кочегаров до офисных сотрудников. Люди, которые должны обеспечивать тепло и свет, сами оказались на грани выживания. Таким образом, мы видим не случайные аварии, а системный кризис. Республика входит в зиму с долгами. То есть, получается, все эти отчеты, на которых правительство говорит о том, что Якутия полностью готова к зиме, это неправда. Самое огромное предприятие ГУП ЖКХ находится на стадии банкротства. Не так давно она объявляла, предприятие объявляло о техническом дефолте. Правда, это было коротко, да, видимо, там привели их в чувство и сказали, что не дай бог вы еще раз что-то такое выкинете. Поэтому буквально уже через неделю они вот это свое заявление о техническом дефолте убрали и, в общем, заявили о том, что они готовят республику к зиме. О чем это говорит? Это говорит о том, что у республики нет денег покрывать вот эти долги ГУП ЖКХ перед всеми предприятиями. Перед теми предприятиями, которые подали заявление в суд и имели такое намерение, да, подать заявление в суды на признание ГУП ЖКХ банкротом.
Вообще все, чем занимается Николаев, это банкротит те предприятия, которые еще Михаил Ефимович Николаев открывал. Это помимо ГУП ЖКХ, это и Сахабулт, тоже предприятие банкрот, ФАПК Якутия, тоже предприятие банкрот. В общем, вся работа Николаева – это работа по обанкрачиванию, да, если это правильно сказать, наших республиканских предприятий. Больше этот человек ни на что не способен. Как люди переживут зиму, что с ними будет. Не так давно мы наблюдали ситуацию, когда в Борисовке-1 тоже возникла большая-большая проблема подготовки к зиме. Котельные у них не работали. Жители жаловались на то, что все у них прогнило, да, и дома находятся в аварийном состоянии. Что будет дальше, непонятно. Следующая новость – это новость о том, что в Якутске закрылась единственная социальная столовая. В Якутске немного людей, которые просто так делают добро. И их становится все меньше. В эту субботу, 6 сентября, социальная столовая имени Ирины Гузовой проведет свой последний обед и закроется навсегда. Столовая бесплатно кормила здоровой едой пенсионеров, малоимущих, многодетные семьи. Ирина Борисовна Гузова до последних дней жизни заботилась о столовой и находила деньги для работы. После смерти матери ее дело продолжила дочь. Но против течения долго плыть невозможно. Несколько лет семья Ирины Гузовой бесплатно кормила одиноких пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетные семьи и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Этого не сделало ни правительство Республики Саха, этого не делают мэрии муниципальных образований, в том числе и города Якутска. И в этой столовой были не просто обеды, да, в этой столовой эта столовая была таким своеобразным уголком помощи и поддержки для тех, кто живет на грани. В 2017 году эта столовая открылась, ее открыла Ирина Гузова. Она продала собственную квартиру и даже продавала золотые украшения, насколько мы знаем, да, чтобы помогать людям. Она пыталась один раз закрыть столовую, но люди помогли, столовая не закрылась. После ее смерти дело продолжила ее дочь Марина Тугова. Но дело в том, что и тогда, и сейчас никому вот эти бедные старики, вот эти бедные инвалиды, многодетные семьи, оказывается, не нужны. Сейчас наступил тот момент, когда все ресурсы исчерпались у людей. У людей, которые вот у Марины Туговой, уже нет средств. В интервью она рассказывала, что гранты прекратились, меценаты стали уходить, те, кто помогал, да, этой столовой. И очень многие стали работать волонтерами, помогать вот этой вот специальной, как она называется, военной операции. Вот, и поэтому у столовой накопились долги почти там 400 000 рублей, насколько вот мы можем понимать. Если раньше она тянула из последних сил, да, она продавала личные вещи, она работала без отдыха, то теперь она, конечно же, а, потеряла все силы, скажем так, да, поэтому она приняла решение закрыть столовую. Закрытие вот этой столовой – это на самом деле показатель того, как и мы, и, ну, вообще люди и власти относятся к людям. Неужели у властей такой богатой республики, у которой одни сплошные прорывы, как рассказывает ее глава, не нашлось денег для того, чтобы поддержать социальную столовую? Они же тем самым поддерживают не только хозяев этой столовой, да, они тем самым поддерживают людей, которые находятся в бедственном положении. Здесь хотелось бы сказать с большим сожалением о волонтерском движении. Власть настолько исказила это понятие, что оно, наверное, в какой-то мере даже потеряло свой смысл.
Но я говорю не только о Республике Саха, я говорю вообще в целом о Российской Федерации, о волонтерском движении в Российской Федерации. Люди пошли собирать помощь на войну. Люди собирают помощь в виде, там, я не знаю, бронежилетов, касок, продуктов питания. И все это отправляется на войну. Хотя, по большому счету, помощь нужна внутри республики. Давайте уже не будем, да, рассуждать о том, нужна была эта война или не нужна. Все знают мое мнение. Но хотелось бы просто, чтобы люди подумали, если Российская Федерация, власти Российской Федерации, лично Путин, объявляет мобилизацию, объявляет проведение вот этой так называемой специальной военной операции и направляет туда людей, то он должен был, прежде чем это сделать, подумать о том, чем он будет обеспечивать все эти тысячи человек, которые отправят, которых он призвал на войну, а не собирать деньги с населения, не собирать помощь с населения. Вся та помощь, которая собирается волонтерами, она пригодилась бы внутри самой республики. Все эти деньги, которые они тратят ежедневно, да, тысячи, сотни тысяч рублей собирают, они пригодились бы внутри республики Саха для тех, кто в этой помощи нуждается. И, кстати, да, люди понимают, что в волонтерском движении сейчас на волонтерском движении можно заработать. Именно поэтому они уходят туда, начинают помогать войне, да, фронту. Сколько у нас было уже скандалов с этим волонтерским движением, да, когда люди собирают деньги и потом с этими деньгами испаряются. Тот же самый Аил Джулурха, те же самые вот эти вот два брата-акробата, уже не помню, Айлан, по-моему, да, Васильев. Вот. И подобных случаев будет все больше и больше. В этой системе невозможно отследить, кто и сколько там платит, сколько денег поступает на счета волонтеров, да. Поэтому как раз таки вот в этой помощи, да, на так называемое СВО все больше и больше будет мошенников. Все больше и больше будет людей, тех, которые будут прикарманивать ваши деньги. Поэтому не сдавайте ни на какие СВО, пожалуйста, не сдавайте денег. Если вы хотите помочь, то помогайте таким людям, как Марина Тугова. Таким проектам, как эта социальная столовая, деньги очень нужны. Потому что, еще раз говорю, потому что эти деньги идут на конкретную помощь людям. А то, что вы отправляете нашим мальчикам, так называемым, да, эти деньги по большей части разворовываются. И Куркутов там сидит не просто так. Куркутов приближенное к Айсену лицо, а какая команда у Айсена, мы все с вами прекрасно знаем. Следующая новость это новость про мэра Алекминска Сергея Щеблякова. Сейчас на него оказывается давление. Мы видим такой достаточно сильный прессинг в телеграм-каналах. Обвиняют его в сепаратизме и в разобщении общества. В ответ на все эти обвинения Щебляков говорит о том, что его позиция направлена на защиту интересов местных жителей и сохранение демократических принципов. Он конкретно говорит о том, что прямые выборы обеспечивают подотчетность власти перед народом и предотвращают возможные злоупотребления. Нам вообще, конечно же, понятно, всем должно быть, почему на него сейчас оказывается давление. Давление это связано с предстоящей реформой местного самоуправления и с тем, что Алекминск, так же как Усть-Тата, пытается оставить прямые выборы. Именно поэтому власть не нашла ничего лучше, чем использовать грязные методы против Щеблякова. Такие же методы они использовали против депутата Иванова. Сейчас его почему-то вдруг назвали иностранным агентом.
хотя ни в какие списки иностранных агентов Щебляков не входит. Я полагаю, что вся эта кампания, особенно публикации в помойном этом телеграм-канале СМЕРШ, это была личная инициатива, личный приказ Айсена Николаева. Откровенно заказные, откровенно провокационные материалы. Самый главный оппонент Щеблякова – это, конечно же, ну, такой открытый, да, после Айсена Николаева, конечно же, Харбин, да, глава Алекминского улуса. Это человек Айсена Николаева, и он активно действует против мэра Алекминска, который и добивается как раз-таки отмены прямых выборов. Мы все помним, как он разговаривал с Щебляковым на одном из своих совещаний, когда он ему сказал: «Рот, пожалуйста, закрой». Это конкретно были слова Харбина. Вы мне вопрос задаете или что? Я понять не могу. Вы же мнение хотите услышать? Можно я скажу? Совещание. Спросил? Так вы ответ не услышали. Вы отвечаете не так, как нужно. А как нужно отвечать? Как вы считаете нужно? Да. Только так. Потому что я веду совещание. Другого мнения быть не должно, что ли, или что? Ты прекращай тут себя вести. Я себя спокойно веду, я выступал спокойно. Поднимал. Не я поднимал, вы поднимали. Вот мне вопрос, чего мы будем проводить там? Сергей Евгеньевич. Вот у меня сейчас у города по итогам первого квартала 19 миллионов недосбор налогов. Сергей Евгеньевич. Вот за счет чего город будет проводить расширение? Закрой рот, а. Закрой, пожалуйста, рот. Мы так разговаривать будем? Вы глава района. Исходя из этого, мы можем понять, какой уровень, да, вот этой агрессии и этого давления. Цель всех этих действий, на самом деле, она очевидна. Лишить жителей города права выбирать своего главу. Также целью является подавление любой инициативе по защите интересов местных жителей. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Увидимся на следующей неделе. До свидания.